вы были уже депутатом 6-го созыва при фракции Республика Ататюрк. Вы сейчас депутат. Вы бизнесмен, насколько я знаю, вы бизнес отдали в доверительное управление. Да. И вы дважды были председателем международного аэропорта Манас. Да. В какой ипостаси вам больше нравится? Бакыт Усенович депутат, бизнесмен или председатель госкомпании? Честно говоря, для меня нет таких рамок, которые бы я ограничивал себя в служении народу, в служении Кыргызстана. Для меня депутатская миссия, например, она уже у меня второй созыв, работа с избирателями, работа с народом, для укрепления там, так скажем, благосостояния народа. Да. Для меня это, наверное, сегодня важнее. Вот чем я могу, тем помогаю. А то, что касается, значит, в ипостаси председателя правления госкомпании, для меня хозяйство – это, так скажем, мое родное. То есть я всегда стремлюсь к какому-то совершенству. Работать в коллективе, это для меня приносит очень огромное удовольствие. Притом коллектив международного аэропорта Манас, он большой. На сегодняшний день, я насколько знаю, там больше 3000 человек работает. И у каждого есть характер, есть свои задачи, которые надо выполнять. Для меня, наверное, все-таки вот отличие, знаете, в чем здесь? Работать ради народа – это одно, а работать ради там, укрепления страны и ради предприятия, да, чтобы он бюджетообразующим хозяйством был, это, наверное, совсем другое. И для меня вот, обе этих работы, так скажем, приносят одинаковое удовольствие. Поделитесь своими успехами как председатель фракции Ататюрк Кыргызстан или успехами вашей фракции под вашим руководством, да. Хорошо. Ну, как вам известно, вот 1,5 года, как мы уже работаем, депутаты 7-го созыва. Я первые, наверное, полгода, может быть, чуть больше, там, месяцев 8, был председателем комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству. С октября месяца я возглавляю фракцию Ататюрк Кыргызстан. Для меня, знаете, что было удивительно, то, что я как одномандатник, но вошедший во фракцию Ататюрк Кыргызстан, меня депутаты избрали лидером фракции. Это очень большое доверие для меня было. Во-первых, 20 депутатов сегодня – это самая многочисленная фракция, притом проправительственная, так скажем, фракция. И то, что сегодня принимаются государственные решения на самом верхнем, высшем уровне, да, для нас это, так скажем, работа, которую мы должны выполнять, то есть в своей стези. Честно говоря, мы много чего сделали. В чем заключается работа депутата? Это работа с обращениями граждан, работа законотворческая, работа фракционная, работа принятия всех законодательных там, законов, законодательных актов каких-то. Да. И я скажу, за эти неполный год, наверное, за этот неполный год моей работы, да, мы во фракции очень много чего сделали. Во-первых, очень во многих законопроектах наши депутаты, фракционные депутаты, являются инициаторами. Отдельно мы с фракцией выдвинули порядка 3 законопроектов, которые важны именно сегодня для устойчивого развития страны. То есть это касается строительства новой инфраструктуры, то есть введен мораторий, так скажем, на земли. Мы вот сейчас вот в 3 чтениях пропустили на комитете именно о строительстве аэропортах в наших регионах, чтобы мы воспользовались землями, которые для авиации пригодны, для авиации, то есть
который бы никаких помех, здесь в авиации очень много таких понятий, где есть груза ветров, ровность площадей, там, чтобы не было никаких препятствий. Вот мы этим законопроектом сейчас узакониваем именно строительство аэропортов в наших регионах, например, в том же в городе Ош, в городе Джалабад, в Баткенской области. Да, вот. Вы упомянули, что фракция Атаджурт Кыргызстан самая многочисленная. Да. Когда только начался 7-й созыв, в нее вошли еще 18 депутатов-одномандатников. Да. Но в октябре часть из них перешла в депутатскую группу Мекенчиль. Глава этой группы Эльнур Заракиевич Сатыбалдиев сказал, что такое решение принято для того, чтобы парламент работал эффективнее. Правильно. Это и была основная причина? Или есть еще какие-то подводные камни? Никаких подводных камней нет. Вы сами представляете, 34 депутата. Одно фракционное заседание, так скажем, да, если каждый депутат даже займет по 5 минут времени, это 34 депутата, и каждый из них не успевает даже задавать вопросов. Это только по одному вопросу. А если на повестке дня, там, скажем, 5 вопросов, и, честно говоря, депутаты остаются, даже по времени не успевают. И, честно говоря, нами, депутатами, это было решение принято, чтобы эффективно мы работали, именно, этот депутатский корпус, решили разделиться на 2 фракции, то есть создать фракцию Атаджурт Кыргызстан и группу из депутатов Мекенчиль в количестве 14 человек. То есть только для эффективной работы. То есть решение было правильным сейчас? Я считаю, что это 100%, что правильное решение. И сегодня эффект от нашей работы он виден. Угу. А как раз в том заседании, где было решено разделить депутатов на Атаджурт Кыргызстан и на Мекенчиль, Сатыбалдиев говорил, принимал участие Камчыбек Кадыршаевич Ташиев, который является главой партии. Я не скажу, что он глава партии, но он основатель партии, и его мнение на сегодняшний день для нас очень важно, потому что человек сегодня возглавляет одну из самых главных структур нашей страны, наверное, который думает об безопасности, и человек, который в свое время создал партию Атаджурт, и мы с этой партией пришли в парламент, и не в первый раз. В прошлом созыве, например, Республика Атаджурт была, в этот раз Атаджурт Кыргызстан. Я думаю, его мнение, оно для нас особое, потому что с его опытом, всего то, что он сделал для кыргызского народа, для вообще Кыргызстана, мы должны не то что считаться, мы должны его как-то свято чтить даже, честно говоря. И человек, который прошел очень многое, нам плохого не подскажет. И когда мы, депутаты, приняли такое решение, он нас просто поддержал. Да, на самом деле он на этой фракции у нас присутствовал, и он одобрил это наше решение. Хорошо, вы сказали, что вы чтите мнение Камчыбека Кадыршаевича. Да. А насколько часто он вмешивается в работу фракции, когда вы, допустим, решение по каким-то вопросам принимаете? Или всегда вмешивается? Или если нет, то по каким вопросам? Вы его мнение спрашиваете? Я так скажу, в работу депутатской фракции Камчыбек Кадыршаевич никогда не вмешивается. Но есть государственные задачи, которые должны выполняться. Есть государственные вопросы, которые непосредственно касаются нашей законотворческой работы. В этом случае, да, конечно, мы, прежде чем обсудить на фракции, принять какие-то решения, мы в любом случае с ним должны советоваться. Я тут ничего плохого даже не вижу. Потому что есть задачи, которые мы не знаем. Депутаты есть, которые знают, например, Кабинет министров. В любом случае стратегию развития страны определяет один человек. Это президент, это он и внешнюю политику, и внутреннюю политику определяет он. Задачи, поставленные президентом, я считаю, что они должны выполняться. Потому что сегодня все вопросы, какие бы они ни поднимались, да, и ответственность несет только один человек. Один человек. То есть в этом отношении я считаю, что мы должны руководство страны поддерживать. А то, что касается Камчыбека Кадыршаевича, я же говорю, по глобальным вопросам, которые
касаются судьбы нашего государства, там, это приграничные вопросы, судьбы нашего народа, в этом случае, конечно, он обращается к нам. И мы его стараемся 100% поддержать. А какие-то, может быть, еще принципиальные вопросы есть? Ну, я бы не сказал больше. Кадровые вопросы он вообще не вмешивается. Внутрифракционные вопросы, честно говоря, ни разу не было, чтобы он нам какие-то особые свои условия говорил, мнения говорил. Я же говорю, это наше, он всегда так говорит. То, что касается парламентской работы, да, то, что касается фракционной вашей работы, вы сами решайте. Это ваша проблема. Это вы как посчитаете нужным, так и будет. А то, что касается государственных проблем, вот здесь надо сообща решать. Вот и все. А чем руководствовался его брат Шарибек Кыдырчаевич, когда ушел в Мекенчиль, а не остался в Атаджурт, Кыргызстан? Здесь знаете, как было-то, Джамиль, я так скажу. Мекенчиль, группа депутатов Мекенчиль создана из одномандатников. Все одномандатники пошли туда. Большинство, так скажем, большинство. Да. Кроме 5 нас. Я могу даже перечислить из одномандатников. Я, например, Сакараев, Сулайман Кундуз Кушалевич, Улан Примов и 5-й у нас. Кто еще у нас 5-й там? Шайлюбек Атазов. Шайлюбек Атазова изначально было решение стать депутатом фракции Атаджур, Кыргызстан. Он это решение свое не поменял, он сразу пошел в Атаджур, Кыргызстан. Так как мне предложили сами депутаты возглавить, у меня выбора не было. Я сразу пошел в Атаджур, Кыргызстан. То, что касается Сакараева, Кудус Кашалича, Улана Примова, они сами свое решение приняли, что им лучше будет, если будут они в Атаджур, Кыргызстан. То есть это сугубо каждого решения. Я считаю, каждый принимает свое решение. И может быть тут какие-то еще другие симпатии есть. Я не знаю. Но, в общем, 5 депутатов, одномандатников, мы пришли в Атаджур. Поближе к вам захотели быть. Ну, этого я не могу сказать, но какие-то свои дружеские отношения, конечно же, есть. Понятно. Недавно Джорджу Кенеш отклонил поправки в закон Гульшата Асылбаевой о защите от недостоверной информации. И инициаторы говорят, что этот закон, он напрямую исполняется только в отношении независимых СМИ. Вы с этим согласны? Вы думаете, у нас в Кыргызстане есть свобода слова? Я так скажу, я всегда за свободу слова. Вот вы сами даже знаете, как мы только, наверное, с вами подружились, Кактус более-менее ко мне стал относиться. А до этого всегда Кактус писал обо мне тоже. Очень независимые журналисты про меня очень много пишут. Другие там, скажем, да, средства массовой информации пишут. Я вообще отношусь к критике, да, очень положительно. Конечно, мы же все люди. Когда пишут о нас плохо, если мы в этом виноваты, мы это тоже воспринимаем как-то негативно. Но я это воспринимаю положительно, потому что это меня воспитывает. Но когда пишут о тебе полное вранье, вот я тогда всегда считаю, что СМИ тоже должно как-то быть дисциплинированным в этом отношении. Надо писать о человеке, да, то, что ты знаешь. Надо писать о человеке проверенную информацию. Надо писать о какой-то личности, да, чтобы это было всегда достоверно. Надо писать о стране достоверную информацию. Ни в коем случае негатив не писать. У нас сегодня сложилась такая тенденция, да, журналисты хотят сделать свое имя именно на пиаре, черном пиаре, да, какой-то личности. И мне это не нравится. Любой журналист, который хочет стать величайшим журналистом, даже так можно, да, сказать, он должен свою работу просто честно и по правде выполнять. Каждый человек, который живет в этой жизни, да, я не скажу про Кыргызстан, он должен всегда жить по своей правде. Если он считает это правильно, да, он должен это все преподносить правильно и по этому пути двигаться. А если ты считаешь это вранье,
и это вранье ты преподносишь как правду, да, это я считаю неправильно. Поэтому те законопроекты, которые сегодня проходят, да, я думаю, они должны все-таки журналистов тоже чуть-чуть дисциплинировать. Понимаете, любого человека можно очернить одним репортажем каким-нибудь, а потом он никогда в этой жизни не отмоется. Потому что у нас люди разных уровней. Люди, которые, так скажем, образованные, да, они могут на это не обратить внимания. Есть люди, которые просто прочитав, да, которые верят сплетням, там, например, да, это у них на всю жизнь в сердце останется. Это сплетня. И он будет думать об этом человеке так, что он плохой, что он врун, там, что он плохими делами занимается. А я считаю, так не должно быть. Человек должен всегда оценивать по своим заслугам. Откуда бы ни было и от кого бы ни было. Журналистов, от страны, от людей. Оно должно по заслугам. Если на самом деле человек плохой, он должен с этим смириться. Если человек хороший и его просто очерняют, я думаю, это несправедливо. Нет, ну хорошо, допустим, опубликована недостоверная информация, но инициаторы поправок же просто хотели, чтобы вторая сторона тоже участвовала в обсуждении. В этом же нет ничего плохого. Я считаю, вы если знаете, на заседании комитета в первом чтении я именно поддержал этот законопроект. Но так сказать, на заседании палаты многие депутаты отклонили. Я считаю так, вот эти временные рамки, которые они начинают с 3 дней, там, да, по-моему, на 10 дней передвигать, мне кажется, это неправильно. Опять же, я хочу другую сторону сказать. В любом случае, обе стороны должны быть выслушаны. Обе стороны. Но одна сторона должна быть виновная всегда. То есть, если ты говоришь неправду, ты должен виноват. Я этот законопроект поддержал, но вот с этими временными рамками я чуть-чуть не согласен. Но их же можно было прописать в режиме второго чтения. Можно было прописать, но большинство депутатов, я же не могу тоже повлиять на мнение всех депутатов. В каждом фракционном решении, да, я учитываю всегда мнение каждого депутата. Если это большинство, значит большинство. Если это меньшинство, значит меньшинство. Но в этом случае, здесь вы сами видели, большинством депутатов отклонили законопроект. Поэтому депутаты просто... Кто сейчас самый плохой? Народ, если народ одно только всегда вот, на уме у них, да, потому что с народом больше контактирует депутат, думает, вот депутат сегодня нам деньги не выделяет, депутат нам школы не строит, депутат нам дороги не строит. На самом деле это же не обязанность депутатов. Вот я всегда на выборах, да, во время выборов всегда говорю, прежде всего работа депутата, да, это оказать содействие в решении ваших проблем перед правительством. И законотворческая работа. Вот этим должен заниматься депутат. А не строить вам школы, там трансформаторы. Но есть такие депутаты, и я не исключение, которые своими средствами помогают народу. Потому что мы видим, что страна сегодня, в ближайший, там, скажем, год-два не может это все сделать. Поэтому, как бывший бизнесмен, который есть свои накопленные средства, я помогаю народу, чтобы решить их проблему быстрее. Сегодня я не представляю жизнь, например, без электричества, без чистой воды. Поэтому каждый из депутатов, если он на самом деле заботится о своем народе, о своих избирателях, он из своих средств все это помогает. А то, что касается СМИ, значит, откровенно я скажу, свобода слова должна быть. Я за свободу слова всегда, но критика должна быть. И, в основном, наверное, критика, да, должна быть, она правдоподобной, правдивой. А вспомним тот случай, который вы рассказывали как раз-таки на комитете, когда была авиакатастрофа, и про вас много чего писали. Вы тогда обращались в суд? Я не обращался, потому что этим людям, я считаю, не докажет ничего. От того, что я обращусь в суд, да, я покажу только свою слабость. Я обычно так делаю. Если человек про меня плохо пишет, да, я просто его приглашаю, чтобы он со мной познакомился. Пускай меня лично узнает. Меня, кто лично знает, никогда плохо не пишет. Меня вот кто не знает, или по заказу пишут, или кто меня не знает.
И по заказу даже пишут те, которые меня не знают. А кто меня знает, по заказу тоже никогда не напишут. И я ценю это. Я, честно говоря, очень много друзей у меня, журналистов, которых я очень глубоко уважаю, ценю. И эти люди никогда обо мне плохо не напишут. Есть люди, которые, честно говоря, с которыми я даже не хочу знакомиться. Потому что у них, я не знаю, что они у них в голове преследуют, да, я всегда так говорю. Если человек на самом деле пришел открыто ко мне поговорить, я им всегда говорю, ты ищи хорошего этого человека, ты не ищи плохого в нем. Лучше ты, говорю, завоюй его сердце хорошим, чем плохим. Поэтому все люди, все журналисты, в основном журналисты, наверное, с которыми я общаюсь, с которыми я знакомлюсь, которые сами приходят со мной познакомиться, у меня со всеми хорошие отношения. А в тот момент, когда я побывал в авиакатастрофе, человек, который написал обо мне, по человеке, попавшем в авиакатастрофу, да, написал, что я туда в Нарын лечу на дискотеку или посмотреть за своими баранами, которые никогда не существовали, да, это, я думаю, это просто, я их за людей не считаю. Я не считаю, что они ошиблись. Человек попадает в беду. С каждым может быть, да. Вместо того, чтобы сказать, да, человек попал в беду, в авиакатастрофу, пишут про тебя такое, да. Я считаю, да, и я даже по большому счету на них и свое и время, и внимание тратить не хочу. То есть вы не приглашали его на беседу? Я и приглашать не собирался. Есть, так скажем, границы дозволенного, за которые нельзя тоже выходить. Нельзя личную жизнь человека затрагивать. Я считаю, это вообще низко. Каждый из нас проживет ту жизнь, да, которая давно уже, так скажем, да, написана. Давно эта книга уже создана Аллахом. И осуждать ее, да, я считаю, это неправильно. Да, если человек ведет там аморальный образ жизни, да, как депутат там не соответствует своему там стандарту, ведет себя очень неправильно, я считаю, да, это надо подсказывать. Но никогда это в критической форме там писать, то есть собрать все воедино и написать вот так вот он все, так скажем, да, совсем не человек, я считаю, это тоже неправильно. Я считаю еще одно, что каждый журналист, который хочет о тебе написать, да, лучше прийти у него разрешение спросить. Могу я про вас вот так написать? Если человек здравомыслящий, да, он всегда скажет, напиши. И это для него, даже для человека, который сидит напротив журналиста, будет уроком большим. Значит, где-то я что-то неправильно делал. Мы не работаем на предупреждение. Каждый человек ошибается. Каждый человек, он на то и человек, он создан Богом, да, на то, чтобы ошибаться. Нет идеальных людей. Я считаю, не надо это на общественное какое-то мнение выставлять, а просто прийти подсказать, что вот это правда или неправда. Если это правда, да, то с его согласия даже можно написать. И он спасибо. Я бы, например, спасибо сказал. Сейчас на общественном обсуждении находится законопроект о некоммерческих организациях. Изначально инициаторами были 30 человек, в основном как раз таки депутаты фракции Ататюрк Кыргызстан и Мекенчиль. Вас среди них нет. Ваши коллеги просили подписаться под законопроектом? Просили. Почему не сделали? У меня есть особое свое мнение по этому поводу. Я к некоммерческим организациям очень положительно отношусь. Так скажем, любой запрет, да, он порождает негатив. Вот в этом случае очень много было запретов, потому что почему я был не согласен. Но я с одним только согласен всегда, да. Деньги, поступающие в страну и выходящие из страны, они должны быть контролированы. Это я как бывший бизнесмен,
как финансист, я любому докажу. И в этом никто меня не переубедит. Почему? Очень много недобропорядочных людей. Я не скажу, что МПОшники, это НКОшники, да, там, другие там, которые привлекают средства из-за рубежа, хотят жить безотчетно. И при этом эти деньги направлять, кроме своих нужд, на решение каких-то политических вопросов. Я считаю, это неправильно. Если ты там общественный фонд, да, тебе выделяются деньги на какие-то вопросы, да, стратегические, там, скажем, обучение, там, еще на какие-то мероприятия, их сейчас можно множество перечислить, я не хочу на этом останавливаться, ты направляй на эти цели. Но ни в коем случае не на решение политических вопросов. У нас, я же говорю, хочу даже подчеркнуть, что в нашей стране произошло 3 революции. 3 революции. Я считаю, это очень неправильно. Мы за это время 3 революций, да, оно немного времени прошло, 2005, 2010, 2020. Буквально там 15 лет, да. Но мы откатились, наверное, лет на 50-60. Я вам только одну цифру приведу. Из среднего бизнеса, да, с нашей страны за это время уехало порядка 400 тысяч бизнесменов. Все, что вот сегодня у меня на душе, вот я говорю, потому что эти 400 тысяч бизнесменов, они такую пользу принесли стране. Сегодня бюджет нашей страны бы не был 503 миллиарда, может быть, он был бы уже 2 миллиарда. Все эти революции, все эти, скажем, передряги, они просто-напросто откинули назад нашу страну в развитие. И здесь, я считаю, что немаловажную роль сыграли именно вот эти деньги. И я поэтому в этом законе вижу одну положительную часть, которую я буду поддерживать, чтобы деньги, получающие все граждане, кто бы ни был, заходящие, то есть приходящие в Кыргызстан и выходящие из Кыргызстана, они должны быть контролируемы. Так НКО же и так отчитываются о средствах своих. Я, насколько не знаю, они отчитываются. Да, согласно действующему закону. Видимо, этого контроля нет у нас. Достаточного. Сейчас, наверное, это все начинает контролироваться. Но достаточного контроля до этого не было, однозначно. Но в этом законе же сейчас именно прописывают, чтобы был контроль, правильно? Да, и еще основной контроль. И еще много других пунктов, которые... Много других пунктов, я, честно говоря, про другие пункты однозначно. Свобода передвижения, свобода слова, там, это все пускай остается. Я только за. Мы уже себя давно, я так скажу, перед всем миром представили как свободное государство. И мы должны этим гордиться. И мы должны такими оставаться. Но ни в коем случае, чтобы наши, так скажем, инагенты наши, занимались нашей политикой внутренней, раздраем каким-то внутри государства. Да. Я буду против всегда этого выступать. Но сейчас... И все мои действия и всю свою жизнь я посвящу против этого. Я хочу стабильную, развивающуюся, развитую страну. Я хочу, чтобы мои дети здесь жили. В отличие от всех бизнесменов, да, которые уехали, я остался здесь. И я вкладывал все свои деньги сюда. Я буду это делать всегда. Потому что я патриот своей страны. Меня нигде, кроме Кыргызстана, не ждут. Вот здесь меня ждут. Я это знаю. Здесь моя страна, мой народ, с которым я должен всю свою жизнь прожить. Ну, этот закон же хотят протащить в том числе из-за того, что якобы НКО
помогают ассоциациям, объединениям, которые каким-то образом связаны с ЛГБТ и со всем остальным. А у нас депутаты всегда против этого выступают. Да. И вот хотят сделать акцент на этом, чтобы протащить закон. То, что касается ЛГБТ. Я человек, который вырос в Советском Союзе. Насколько вы знаете, может быть, в Советском Союзе секса не было. Как всегда все выражались. Недавно да? об этом напомнил. Но я о другом хочу сказать. Я мусульманин. Я преследую ислам. Я, может, намаз не читаю, но я никогда богохульничать не буду. Я всегда, как бы это выразиться правильно, да, против своей веры, против традиций своего народа никогда не пойду, потому что у меня такое воспитание. Меня родители воспитали, наверное, я всегда говорю, что у меня воспитание сталинское. Я не приемлю нетрадиционные отношения. Меня вот это выворачивает, даже когда я говорю. Как-то Зоя Крамович однажды в 6-м созыве не смог выговорить слово гомосексуализм. Я также это слово не хочу даже выговаривать, хотя я его выговариваю. Вот. И для меня ЛГБТ это чуждо. Я даже эту тему не хочу поднимать, честно говоря. Я не готов его обсуждать ни с кем. Я не буду этого делать. Я за традиционные наши, как заложено, наверное, от Бога, да, традиционные отношения. Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, там, да, мужчина с женщиной. Там. Вот это, мне кажется, ну, лучше ничего нет. Я не представляю, например, там, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Пускай, где чтят эти традиции, да, где чтят этих людей, да, пускай они там живут, пускай их там приветствуют, но не здесь, в моей стране. Я хочу, чтобы у меня дети выросли в нормальном обществе, чтобы дети придерживались всех традиционных отношений, там, да, чтобы они были, так скажем, праведными мусульманами. Да. Вернемся к законопроекту об НКО. Давай. Часть депутатов сейчас выходит из состава инициаторов. Да. Они говорят, что якобы им сначала давали другую редакцию, под которой они подписались. Угу. А наши читатели говорят, что они теперь боятся, что Европа и США перестанут им визы давать. Поэтому они отзывают свое авторство. А еще же некоторые депутаты как раз-таки визы и подают. Ну, все совпало. Вы документы не подавали в США, или у вас открытая, может быть, виза? У меня, да, давно открытая. Если из-за этого законопроекта мне не дадут визу в Европу, я свою жизнь вообще буду считать абсурдной. Как можно было это все вот так вот связать, я вот не могу понять. Во-первых, визы дают государство, не какие-то глобальные фонды там или там. Да, есть государства, которые, европейские государства, другие, например, американцы, например. В некоторых штатах запрещено, в некоторых штатах разрешено тоже. Есть и такой прецедент. В Америке тоже все не одинаковые. Правильно? Но в Европе, да, ЛГБТ поддерживают там, извините, но не все, опять же, но не все. В большинстве случаев, да, может быть, в Европейском Союзе, но это же не основной вопрос. Ну да, Бахыт Сыдыков не поддержал в Кыргызстане ЛГБТ, давайте визу не дадим. Это что за бред еще? Я считаю, что это неправильно, и сегодня кто так думает даже, да, не хочу осуждать своих коллег, комментировать их, да, я считаю, что это неправильно. У каждого человека по каждому законопроекту должен четко, ясное свое мнение. И я свою точку зрения изложил, что я никогда их поддерживать не буду и не собираюсь. Вот.
Пускай даже это отразится на моей, там, скажем, там, репутации какой-то, да, перед Евросоюзом там. Но я их поддерживать не собираюсь. Не буду. Пускай мне не дают визу, на то пошло. Но это смешно, честно говоря. Насколько я знаю, ваш сын Алымбек Да. окончил Лондонскую школу бизнеса. Нет. Он окончил, как будет, LLC, Лондон, экономическая школа экономики. Да, экономики. Да. Окончил он же здесь или он продолжает там работать? Нет. Вернулся? У Алымбека интересная судьба. Я веду. Да, у Алымбека интересная судьба, честно говоря. Он еще школьником, когда был, он такой смышленый парнишка был. И я его после окончания 8 класса, по-моему, я отправил его учиться в Швейцарию. Он закончил там школу, сам поступил в Лондон, высшую школу экономики, сам его окончил, магистратуру окончил, потом вернулся сюда. Через год он изъявил желание поступить, хотя у него есть MBA, там, скажем, да, магистратура, поступить в Пенсильванский университет именно на MBA Вортон, где он высчитал, ну, я же говорю, у него по-другому он мыслит, как-то по-европейски, учеба стоит. Вот. Он поступил туда, жил 4 месяца в Америке, поступил, вот. Но ему не хватало 2 лет стажа. Он вернулся сюда, и мое, наверное, самое плохое решение, но я сейчас его так не считаю, в тот момент я, честно говоря, разочаровался в своем решении. Я ему предложил стать депутатом городского кеңеша. Да, он прошел, он стал депутатом городского кеңеша. Вот с тех пор оттуда выйти теперь не может. Хотя я ему всегда говорил, даже ты можешь в любой момент свое депутатство бросить, отучиться в Вортоне. Судьба так сложилась, он сейчас здесь. Он сейчас руководит той империей, маленькой такой империей, которую я создал. Я думаю, управляет лучше, чем я когда-то. По крайней мере, я так считаю. Если правительство именно из-за этого не даст визу, то я такое правительство просто не понимаю. Это государственный орган. В каждом вопросе у всех должны быть какие-то свои мнения. Если человек не поддерживает их, почему из-за этого должен страдать этот человек? Поэтому на то и государство, на то и государственную структуру, чтобы его выслушивать, а потом принимать правильное решение. Если из-за рекомендаций, там, скажем, из пожеланий каких-то МПОшников мне откажут в визе, я же говорю, значит, судьба у меня такая. Я найду в другом месте вуз, пускай. А скажите, вот вы коснулись маленькой бизнес-империи. Поговаривают, что вы авиакомпанию TestJet купили, правда, нет? Не я купил. Это группа компаний АК, которую я в свое время создавал, там есть другие учредители. Эта информация, честно говоря, не разглашается, это коммерческая тайна. Да, эта компания буквально недавно выкупила авиакомпанию TestJet. А вот это ваша АК, на чем занимается конкретно? Какие структуры, я сейчас сферы, не могу если сказать. вы можете конкретно, да, хотя бы. Я могу сказать, там 8 или 9 направлений, там есть и финансы, авиация, продукты питания, камнеобработка, там, что там еще? Завод по производству пластиковых изделий есть. Мало, там чуть-чуть, по-моему, стройкой занимается. То есть все направления, то есть и финансы есть там. То есть по всем направлениям, которые сегодня, так скажем, да,
оправдывают свои капиталовложения. Насчет представления генпрокурора в отношении Мадумарова хотела спросить. Ясное дело, что комиссия работает, что вы не ознакомлены с представлением, с материалами дела. Но... Почему я не ознакомлен? Я знаю представление. Я знаю. Так, по-моему, представление под запись выдавали только членам комиссии, или вы тоже смогли изучить? Под запись могут кому угодно выдавать. Членам комиссии пускай выдают. Я как депутат, если в парламент поступает любое письмо, по своей инициативе могу ознакомиться с любым секретным документом. Потому что у каждого из депутата есть доступ к этому. Я ознакомлен с представлением. Я считаю так. Правильно вы сказали, комиссия работает. Давайте не будем опережать события. Для меня важно, я же еще раз говорю, я всегда двигаюсь по правде. Мне надо узнать правду. Пускай представят документы, в чем, как. Да, там написано черным по белому, что по вопросу узбекско-кыргызской границы, там, то все. Но документы я... Кыргызско-таджикская, наверное, не узбекская. Да, кыргызско-таджикская, да? Только что. Да, только что, да. Вот. Давайте возьмем, когда все документы, к этому вопросу мы вернемся. Я свою точку зрения скажу. Но как депутат, я могу так сказать. Адахам Кимсанбаевич, я с ним знаком очень давно. Я уважаю его как человека, как политика. Но Адахам Кимсанбаевич за последнее время, честно говоря, чуть-чуть изменился. Наверное, это сказалось отсутствие, да, 12-летнего отсутствия не быть в парламенте, скорее всего. Он до 2010 года был в парламенте, правильно? В каком году? В 2008 да. Потом произошел, там, скажем, да, до 2021 года практически, мы же как в декабре 29-го, да, получили мандаты 2021 года, да? 21-го. Да, 21-го. 12 лет, да, практически. Он выпал. И чуть-чуть изменился. Я не могу сказать, я не могу дать оценку, да, человеку, который взрослее меня. Я ему как политику могу сказать, да, как оценку дать, да. Адахам Кимсанбаевич, он все смешал в этой жизни. В стране все смешал. И плохое, и хорошее, и нехорошее. Вот. Поэтому, я не знаю, Адахам Кимсанбаевич умный человек, и как политик, наверное, он сам разберется. Вот. Но уже представление было по этому вопросу уже в прошлом году. Было, мы проголосовали все против. Да. Проголосовали против. Почему и тогда лично я ходатайствовал тоже перед депутатами, перед, так скажем, нашими уважаемыми там, людьми, чтобы Адахам Кимсанбаевич все-таки это... Адахам Кимсанбаевич, я думаю, сам знает за что сейчас. Сейчас я так скажу, пока не придут документы, пока я не изучу все, пока я не согласую это со своим сердцем, да, я ничего не смогу ответить. Вот. Ну, допустим, в прошлом году вы проголосовали против. Да. Представление снова приходит, и все мы понимаем, что по одному и тому же вопросу. Почему, как вы думаете, генпрокурор Курмангул Зулушев думает, что в этот раз, возможно, парламент проголосует за? Там не только, вы сейчас, по-моему, меня в заблуждение ввели, там не только что, там, по-моему, представление еще есть и по узбекско-кыргызской границе, да. По Кемпирабаду, да. Поэтому я же говорю, давайте чуть-чуть время выждем, я думаю, и все прояснится. Вот. И тогда я дам свои комментарии однозначно, я вам обещаю. Почему я проголосовал так или так, вот. Что меня убедило, что меня не убедило. Так что я обязательно на этот вопрос вам отвечу. Ну и тогда последний вопрос. Давайте. Июнь заканчивается скоро. Депутаты пойдут на каникулы, в отпуск. Куда вы поедете отдыхать, чем будете заниматься? Так, с 1 июля по 30 июля, скорее всего, я буду в регионе,
Потому что я в регион в этом году, так как стал лидером фракции, мало посетил. Народ, наверное, тоже ждет. Вот. Хочу объехать все объекты, которые мы наметили. Собраться с активом, организовать в каждом авиалюкмете свои встречи с населением, послушать, какие проблемы еще накопились там. Вот. А в августе буду отдыхать. Скорее всего, на Иссык-Куль никуда я не поеду. Мне Иссык-Куль нравится. Возьму сумку книг, час буду купаться, а остальное время читать книги. Тем более, возможно, вас нигде не ждут, Да. кроме как в Кыргызстане. Да, вот это главное. Да.